В экономике страны начинается небольшой, но рост. Социальные проблемы, в первую очередь бедность, никуда не делись. Но у простых людей появилась надежда. А вот у власть имущих были свои проблемы. Каких только митингов протеста не перевидели в 90-е годы ступени Белого дома. Пенсионеры, застройщики, рабочие, фермеры из ассоциации ДК-Нурдо – все негодовали и чего-то требовали. Благо, проход к Белому дому был открыт, ограда отсутствовала, но однажды терпению чиновников пришел конец. Небольшой клочок бумаги, билет в столичном транспорте привел к тому, что бишкекские студенты вышли массовым походом на Белый дом. Выбора у них не было, ведь столичные власти отменили льготы для студентов столичных вузов. Тогда стипендия студента составляла от 50 до 70 сомов, а проездной стоил 95. Вскоре после митинга столичные власти отменили свое решение, но это событие привело к неожиданным последствиям. Студенческий поход на правительственное здание в 1997 году подтолкнул Медета Садыркулова проявить инициативу. Садыркулов был тогда акимом Первомайского района, и как раз на подведомственной ему территории Белый дом и был расположен. Раз, и вот уже здание надежно, как тогда казалось, ограждено от гнева митингующих. Впрочем, нужно отметить, что ни первого, ни второго президента это архитектурное излишество от народного возмущения не спасло. Обзаводится Кыргызстан и первыми политзаключенными, несмотря на весь акаевский показной демократизм. Топчубек Тургуналиев, один из создателей демократического движения Кыргызстана, впервые был осужден в 1995 году за листовки, которые он распространял в Иссык-Кульской области против Акаева в ходе выборной кампании. Там якобы содержались оскорбления президента и разжигание национальной розни. Сам Тургуналиев говорит, что никакого национализма в листовках не было. Нет, я помню это точно. Листовка лежит у меня где-то в архиве. Но мы очень сильно критиковали президента. Я помню это. Мы писали про государственные преступления Акаева. Писали очень остро. Тургуналиев полагает, что это была месть Акаева за то, что он одним из первых бросил ему публично обвинение в неспособности управлять страной. В том, что страна превращается вовсе не в Центральноазиатскую Швейцарию, как Акаев обещал. Мы тебя все 3 года поддерживали, когда ты вел президентское управление, когда ты был избран президентом. Между прочим, это наша идея. Мы тоже поддержали тебя. Кыргызстан не то что превращается в Швейцарию, а с каждым днем погружается в болото. Ты не можешь управлять, сказал я Акаеву. Уходи, пока не поздно. В жизни я видел только 2 людей, у которых так дрожали губы и руки. Акаев резко вскочил. Я помню это до сих пор отчетливо. С этой стороны была большая карта Кыргызстана. Стоит и дрожит. Руки дрожат, губы тоже. И мы все смотрим на него. Кыргызстандын чоң картасы бар экен, титиреп турат. Колдору калтырап, эриндери титиреп турат. Баарыбыз карап турабыз. В 1997-м прошел новый судебный процесс над оппозиционером. На этот раз его обвинили в растрате, а впереди у него еще будет суд, где появится обвинение в терроризме. Но об этом мы расскажем попозже. Элиме кызмат өтөсүн. Анарбек Бакаев. В 1997 году Феликс Кулов занимает место главы Министерства национальной безопасности. Несколькими месяцами ранее в жуткую автокатастрофу по дороге в аэропорт Манас попадает генерал, которого он сменил на этом посту – Анарбек Бакаев. Философ по специальности, Бакаев оказывается главой важнейшего силового ведомства в самое трудное для страны время. Наживает много врагов, и его родственники подозревают, что катастрофа могла быть и не случайной. Тем не менее, официальная версия – пьяный водитель встречной машины.
Анарбек Бакаев находится в коме, лежит в госпитале, однако Аскар Акаев, не дожидаясь решения его судьбы, отдает пост Кулову. Впрочем, Бакаев так и умрет на больничной койке. Феликс Кулов решает переоснастить свое ведомство специальной техникой. Он укрепляет дисциплину, создает новый центр спецназа «Калкан». Но вот только шпионскую технику его подчиненные, по его словам, из Москвы привезли негодную. На $10 тысяч мы закупили специальную технику в специализированном магазине, который подчинялся ФСБ России. Это средства прослушивающие. И вот когда привезли сюда, мне показали эту технику, я понял, что это, знаете, как сказать, продали технику подслушивающую времен Великой Отечественной войны, наверное. Это вот такая большая пепельница, открываешь, там большая батарейка. Я когда все это посмотрел, я сказал: ребята, вы что накупили? Я посмотрел, сказал: ну ладно, и ушел. Потом, когда я, значит, уже был освобожден, вернее, я перешел работать мэром города, еще год проходит, через год эта техника теряется. Впоследствии Феликс Кулов еще очень пожалеет о том, что затеял историю с покупкой техники, поскольку его обвинят в хищении этого неликвида. И уж, конечно, прослушивать президента, как тогда писали в некоторых газетах, у него не было не только желания, но и технических возможностей. Абсолютная глупость. Если вы знакомы были бы с той техникой, которая раньше там имелась, вы бы совсем по-другому говорили. Но президент его при этом все-таки боялся. И даже однажды Аскар Акаевич мне сам сказал довольно интересную вещь. Он говорит: каждый зам мечтает стать самым. А я был вице-президент. И поэтому он, видимо, к такому выводу пришел, что я, как зам, мечтаю стать самым. Хотя, честно говоря, мне эта должность президента, она не прельщала. Потому что столько там проблем и так далее. А я, как человек, носящий погоны, в то время мне это было неинтересно абсолютно. Этот год запомнился инициативой, у которой могло быть большое будущее. Но, к сожалению, потенциал не был реализован. Чингис Айтматов во многом благодаря личным связям собирает в Кыргызстане интеллектуалов из бывших советских республик и дальнего зарубежья. Сам он в выступлении на Иссык-Кульском форуме говорит о том, что интеллектуальная элита планеты сегодня обязана задуматься над будущим цивилизации. Творчески участвовать в его формировании, то есть формировании будущего. Это потребует нового, нелинейного мышления, воображения, глубокого проникновения в суть проблем и новых опережающих инициатив. Наше будущее уже никогда не будет таким, каким оно было в прошлом. И только те из нас, кто способен увидеть скрытое, сможет и совершить невозможное. Новые идеи должны распространяться на все области нашей жизни, включая политику. Аскар Акаев, который также выступил на форуме, видимо, всерьез не верил, что ему нужны какие-то революционные политические идеи. Ему достаточно классического «разделяй да властвуй». Первый президент Кыргызстана всерьез считал, что достоин Нобелевской премии. И когда понял, что Айтматов не горит желанием лоббировать его кандидатуру, здорово охладел к великому земляку. А Иссык-Кульский форум так и не станет регулярно действующей площадкой для встреч интеллектуалов мира. В 90-е годы в стране распространяются эпидемии болезней, в том числе давно забытых, которые приняты связывать с нищетой и социальной неустроенностью. Начиная с 1996 года регистрируются случаи заражения граждан Кыргызстана вирусом ВИЧ. Мира Джангарачева, работавшая вице-премьером по социальному блоку, вспоминает. Мы смогли с 7-8% бюджета областей до 30% повысить бюджет на противотуберкулезные мероприятия и плюс средства глобального фонда. Мы бесплатно лечили по программе ДОСТ больных туберкулезом, причем открытой формы. Был просто всплеск в этот период.
Рассчитывать в условиях кризиса отечественного здравоохранения приходилось в первую очередь на спонсорскую помощь, но также и на профилактику. У нас в 160-170 раз увеличился в тот период процент больных болезней, передающихся половым путем. И мы ездили по региону, мы встречались с религиозными конфессиями, с мужчинами, с женщинами. Я бывала в мечетях. И я в тот период поражалась, насколько представители конфессий, религиозных, они были адекватны и понимали те проблемы, которые стоят социальные. Понимаете, они меня, например, в городе интеллигенция прямо одергивала. Мира, зачем ты по телевизору говоришь про сифилис? Зачем ты говоришь про СПИД? Это так неприлично. А они не говорили так. Представляете, в регионах, на юге особенно, они мне разрешали выходить в мужских мечетях, выступать во время намаза, разговаривать с мужчинами, разговаривать с молодыми людьми, чтобы они предохраняли. Несмотря на накал политических страстей, а может быть отчасти благодаря ему, кыргызстанскую прессу в конце 90-х было очень интересно читать. Одним из тех, кто ее сформировал в нынешнем виде, был Мелис Ишимканов. Мы уже упоминали о газете «Асаба», выросшей из комсомольской молодежки. В 90-х ее влияние было очень велико. Когда Ишимканов объявил на ее страницах, что создает партию бедноты, ему пришло 7 мешков писем. Правда, из затеи с партией обездоленных ничего не вышло. На ее первый съезд явился лично Акаев и сел в президиум в окружении всей своей челяди, которая на бедняков точно не была похожа. Ошол кезде эки кесип бар болчу. Кыргызстанда мындай журналисттерге акчаны бир аз жакшыраак төлөгөн. Были две газеты, которые тогда хорошо платили журналистам – «Кутбилим» и «Асаба». И я пришел к Ишимканову. Он знал меня и взял. Установил зарплату – 2000 сомов. Это были огромные деньги по тем временам. Да, «Асаба» печатала интересные, острые статьи, которые любил читать народ. Жакшы, жагымдуу, эл окуй турган, жаштар окуй турган макалаларды басчу. Бирок биз 4 жылга чейин Акаев үчүн кызмат кылганбыз. Кадимкидей да Акаевди мактап, Акаевди жактап, ошонун кызматын жактап. Но в начале 4 года мы работали на Акаева. Писали обычные хвалебные статьи в его адрес. Я брал однажды интервью у Майрам Акаевой в фонде «Майрим». Она показала картины, потом интервью взял, сидя на обычном диване. Тогда она еще была просто супругой президента, а не королевой, как потом. Сейчас многие думают, что «Асаба» изначально была оппозиционной газетой. Это не так. Например, Каныбек Иманалиев и Мелис Ишимканов выпустили книгу об Акаеве. Президенттин жубайы болчу. Анан кийин Каныбек Иманалиев менен Мелис Ишимканов биргелешип, булар Акаев деген китеп чыгарышкан. Дуйшеев хорошо помнит, как изменилась позиция газеты. Она стала оппозиционной. Шыгыл Акаев тескери бурулгандан баштап, биз дагы тескери бурулдук да, андан башка жол менен кеттик. Ошо бойдон бирок бизге чейин бир нерсени айтып коюш керек. С того момента, как Акаев свернул с дороги, мы тоже выбрали другое направление. Но хочу отметить, что до нас очень сильно Акаева критиковала газета «Республика», главный редактор газеты Замира Сыдыкова. Мелис Ишимканов научился у нее и начал копировать ее непримиримость, скандальность. И мы начали копировать позицию Замиры. Над Замирой начался суд. Несмотря на то, что у нее были маленькие дети, Замиру посадили. Начал дело против нее Дастан Сарыгулов, когда он был в Кыргыз-Алтыне. Сарыгулов возбудил дело против нее. И когда я недавно увидел их вместе, я ничего не понял. Мне это очень удивительно. Никогда не пойму такого. Дуйшеев вспоминает те годы с теплотой, называя Ишимканова эпохой в кыргызской журналистике. Анан Асабадан башка дагы бир 5-6 кесип чыгарыптыр. Мелисчи, ар бирин өзүнүн редакторун коюп, жан талашып иштеген биз да. Помимо «Асабы», Мелис начал издавать 5-6 газет. У каждой газеты был свой редактор. Работали мы очень много, буквально на износ. Даже выпускали эротическую газету «Пайшамба».
Потом власти впоследствии закрыли эту газету, но тираж дошел до 50 тысяч. Однажды по телевизору показывали возмущенного аксакала, который в одной руке держал газету «Пайшамба» и требовал, чтобы газету закрыли. А мы ему ответили: не нравится, не читайте. Были еще газеты «Базар Таймс», «Джунгли за Кану». Потом мы все устали, мы себя исчерпали. Представьте себе, ведь мы, один и тот же состав журналистов, писали в каждую газету. И в эту самую «Пайшамбу» писали. Аябай эметип кеттик да. Күчүбүз аябай чарчап ушинтип кеттик. Элестет, бир редакцияда ошо саны баягы эле кишилер, бирок ошончо кесип чыгарыш. Анан бардыгына жазып туруш керек болду да. Бардыгына жазышыбыз. Мелис был очень изворотливым и придумывал новые способы, чтобы заставить нас писать. На собраниях угрожал, что урежет гонорары. И мы все писали как миленькие и спрашивали друг у друга, кто что написал на собраниях. Анда гонорарыңардан кыскартабыз деген деле бар, шапылдап эле жазып көрчү. Бири калбай жазчу. Сен де жазып атасың деп. Впервые вышла в 97-м и первая в независимом Кыргызстане детская газета. На ней выросло уже целое поколение наших детей. Айданек благополучно издается по сей день, постоянно обновляя штат юных корреспондентов по школам всей страны. Смотрите, какая у нас газета была, когда еще не было интернета толком. Все верстали вручную. Смотрите, какая она интересная. Газета «Айданек», помимо прочего, стала кузницей кадров для отечественной журналистики. Здесь хорошо помнят всех подростков, путь которых во взрослой редакции начался именно с ее страниц. Вот лишь некоторые из известных имен. Это вот Тынчтубек Кожубеков, Маша Постникова, Юлия Шитова, Гульмира Тыналиева, Бакай Шукуров, Мири Мусаева, Зайнидин Курманов, Бакыт Миманбеков. И даже вот в нынешнее время есть очень знаменитая такая газета «Суперинфо». Вот главный редактор этого «Суперинфо» когда-то был тоже корреспондентом, начинал именно с нашей газеты. Кылычбек Султанов. Да, Кылычбек Султанов. Небольшой рост в экономике наметился, но сотни тысяч людей лишены работы по специальности, а часто и вообще какой-либо работы на родине. Их путь лежит на вокзал, откуда уходят поезда в ближайшее зарубежье. Кто-то едет работать на стройку, кто-то торговать. Это время бесконечного движения. После распада Советского Союза Кыргызстан охватила огромная волна миграции. Можно сказать, что под этой волной осталась почти каждая семья в Кыргызстане. Десятки тысяч людей уезжали на заработки в российские, в казахстанские города. Одной из них была я. Я 2 года работала в Оренбурге трудовым мигрантом, мне было 12 лет. И я сейчас вспоминаю вот символ той эпохи – полосатая сумка челнока. Те сумки были намного больше размером и более другой расцветки, но в целом вы сами хорошо себе представляете ту сумку, и мы загружали их в те полки, и за 2 дня можно было доехать до Оренбурга. По дороге нас обыскивали и очень плохо себя вели сотрудники таможенных служб Казахстана и России. Потом мы доезжали, нельзя сказать, что там была легкая жизнь, там никто не ждал, был рассвет рэкета. В целом, можно сказать, что миграция коснулась каждую семью в Кыргызстане. Как нередко бывает в критических ситуациях, затянувшихся на длительный срок, женщины оказываются гораздо более стойкими, чем мужчины. Когда мужики опускали руки, женщины продолжали изо всех сил бороться за то, чтобы обеспечить семью и накормить детей. Майрамкан Урокова хорошо помнит те дни. Союз тарқап 90-чы жылдары союз ураган кезде эми ар кайсы адам эле тиричилик кылыш үчүн ар кайсы жака чачырап өздөрүнүн бала чакасын багыш керек, туган урук ата-энесин багыш керек дегендей. После развала Союза многие уехали на заработки, чтобы прокормить своих детей, свои семьи. Мы тоже оставили 3-летнюю дочь у родителей в селе и с мужем поехали в Оренбург. Выезжая из США, мы даже не знали, какой товар возить в Россию. Расспрашивали и узнали, что хорошо продаются хэбэшные носки. Анан аркимден ар кандай сөздөрдү угуп алып, анан носки өтөт экен деп, анан бабул деп коет экен коммерциянын тили менен. Бабул мындай чоң-чоң мешоктор болот экен, ошолорго салып алып,
Упаковали их в большие мешки, на языке коммерции – баулы. Приехали в Бишкек, нас было несколько, родственники. А в Бишкеке не знали, в какой город поехать. Расспросив знакомых, решили ехать в Оренбург, потому что он находился не очень далеко от Кыргызстана. Анан эле Бишкекке келип сураштырып отуруп, анан Оренбург деген жакын эле шаар десе, ошол жака кеттик эмесе деп, анан Оренбург шаарына кеттик. Челноков подстерегало множество опасностей. Не только рэкет, но и милиция, которая должна была с преступниками бороться. Анан түшүп эле рынокко барабыз десек, рынокты деле билбейбиз. Анан рынокко тигилер шоферлор билет экен, рынокко алып барышты. Доехали до Оренбурга и решили сразу же пойти на рынок. Оставили сумки, документы. Идем с сумками, и вдруг со всех сторон начали выходить милиционеры. Они кричали: «Остановитесь, граждане, покажите документы». Документы покажите деп эле калды. Документтерибизди тиги кыздын айтуусу боюнча квартирага таштаганбыз. Анан квартирада документибиз десек, пошлите со мной деп эле баарыбызды алдына салып алып эле атып барышты да. Я испугалась, потому что меня никогда не задерживала милиция. И у меня была паника. Нас всех отвезли и посадили за решетку. У меня тогда была дулька, я судорожно начала прятать все имевшиеся деньги в свои волосы. Может быть, это было что-то женское. Мне казалось, что так я сохраню свои деньги. Помогала смекалка. Бизнес был полулегальный, что вполне устраивало и чиновников, и милиционеров в России. С бесправных можно было вытрясти побольше денег. Был таможенный пост на станции Соль-Илецк. Многие там потеряли свои деньги, прогорели. Много раз и мы лишались там товаров. При слове «Соль-Илецк» многие вздрагивали. Некоторые, даже подъезжая к этой станции, выкидывали из окон поездов эти полосатые сумки с товаром. Кыргызы постоянно должны были приноравливаться к любой новой ситуации и придумывать выход из положения, чтобы прокормить свои семьи, выжить. На станциях ждали таможенники, а их выкинутые сумки загружались в легковые машины, с водителями которых заранее договаривались мигранты. Затем на следующей станции после таможенного поста они забирали свои сумки обратно. Была такая платная услуга. Многие там прогорели, обанкротились, а другие снова и снова вставали на ноги. Как оказалось, кыргызы по-своему упрямый народ. 97-й ознаменовал собой окончание экономического провала, хотя следующий год принесет еще зону турбулентности, в которую страна на время рухнет из-за дефолта в России. Но теперь встанет во весь рост вопрос о том, в каком направлении реформировать политическую систему Кыргызстана. И вот здесь появятся главные угрозы для безопасности страны.